В декабре 1929 года в селах Алакатской долины Крыма появились загадочные люди. Незнакомцы уверяли местных крестьян, что скоро германская и польская армии перейдут границы Советского Союза и освободят его от власти большевиков. Вообще это было, скорее всего, такой сход граждан. Я бы назвал его так, не восстанием, а сход граждан. Но достаточно активный сход граждан, в котором они выразили свое несогласие с той политикой, которая ведется. Просто наученные опытом люди, опытом уже колхозного движения в Крыму, они поняли, что это может закончиться голодной смертью для их семей. На митинге зимой 1930 года в этих местах были провозглашены политически чрезвычайно смелые лозунги: «Долой советское правительство! Долой палачей чекистов! Поднимемся на борьбу с коммунистическими узурпаторами!» Был даже создан организационный комитет готовящегося выступления, которое должно было стать всекрымским. Для его поддержки начался сбор средств. Однако чекисты узнали о митинге, его программе и принятых на нем решениях. В среду крымских татар был внедрен провокатор Попов, который выдавал себя за борца с коллективизацией, а на самом деле узнавал информацию и составлял списки недовольных. Вскоре начались аресты жителей Алакатской долины. Было взято 800 человек. Интересно, что когда начались массовые аресты, чекисты обнаруживали участников событий не только в Алуштинском, но и в Ялтинском, Севастопольском, Судакском, Харасу-Базарском, Симферопольском районах. Карательные акции приняли массовый характер. Вы знаете, любая империя, она развивается по своим законам. Исключительно законы. Это мифы, и они реализуют эти мифы. Это скрепы, которые сами же придумывают. Просто так ничто не завоевывается. Просто так ничего не завоевывается. То есть никакой разницы в стратегии развития коммунистической империи от предыдущей православной империи, которая проводила колонизацию Крыма, нет. Точно так же и сейчас нет никакой большой разницы. Это свой особый идеологический путь. Империя превыше всего. Поэтому любое сопротивление, оно подавляется вот с таким остервенением, как вы сказали, по простой логике, чтобы напугать остальное население, не выступать против. Многие жители Ускута и окрестных деревень были арестованы. При допросах крестьян пытали, не делая разницы между мужчинами и женщинами. Хотя в официальных документах и в историографии эти события часто называют восстанием, однако слово «восстание» не вполне точно отражает суть этих событий. Говорить о восстании в данном случае, оно было же ведь невооруженным. Это просто люди собрались в Алакатской долине и выразили протест колхозному движению. То есть люди не хотели отдавать свои земли, свое имущество в какой-то колхоз. Причем это было в 30-м году. А уже были, так сказать, люди ознакомлены этими колхозами. Долгие годы занимается исследованием всех обстоятельств этой трагедии Эдем Дудаков. Она коснулась его семьи напрямую. Так вот, что самое интересное. Среди них есть и мой прадед, соседнего села Ускут, Ускуту села Туах. Так вот, он в 30-м году был осужден на 8 лет. Да, по этому делу. В 1937 году
в начале года вернулся, а в 1938 году по этому же делу был расстрелян. И точно так же есть данные вот Уркумет Куртумер. Ягич Халил Амед, 1868 года. В 30 году был осужден на 8 лет АТЛ. По этому же делу. Они все проходят по одному и тому же вызову. Его возвращение, потому что моя бабушка была депортирована вместе с ним, она потеряла там свою семью полностью. Она вернулась с одним ребенком, муж у нее погиб, все они там погибли. И вернулись они с северного Казахстана. И они вернулись вместе, бабушка осталась в Алуште. Ее предупредили не возвращаться в село, потому что могли быть преследования. Она осталась в Алуште, вышла за моего деда, который был лет на 20 ее старше. И родилась моя мать. Она осталась в живых. А дед вернулся к малолетним своим детям от третьей жены. Первые жены не умерли, а третьей жены. И через полгода его за это же пришли, просто ночью забрали, попал вот под эту ситуацию, и его расстреляли через полгода. Эдем Ага показывает нам найденные им документы НКВД и ОГПУ. В одном из них под названием «Именной список арестованных решением тройки ОГПУ по Крыму» от 23 марта 30 года обнаруживаем 63 фамилии крымских татар. В другом документе Главного политического управления, акте от 28 марта 30 приводится список 69 расстрелянных крымских татар. Мы имеем вот и акт о расстреле, и письмо ОГПУ, где тройка утвердила список 63 человек расстрелянных. Есть список, в котором указаны эти фамилии. В основном это малограмотные крестьяне, в основном свои, многодетные крестьяне. Ведь после расстрела детей, мужей, вот эти семьи были депортированы в Среднюю Азию, в Сибирь и в прочее. В этой истории особенно потрясает подлость и цинизм большевистских властей. Только вдумайтесь, уже после того, как состоялась расправа над репрессированными, и их не оставили в покое и продолжали преследовать. Репрессии в отношении членов их семей были суровыми. То есть власть всех тех, кто не погиб в АТЛ, в том числе вот Уркумет Куртумер, Асан и его внук сейчас проживает в Ускуте. Вот он дал эти документы, мы их, в принципе, все нашли. То же самое, его приговаривают сначала к 8 годам АТЛ, возвращается, а уже в 1937 году, 11 июня, вообще через несколько месяцев буквально, его берут опять. Антисоветская агитация, участие в контрреволюционной организации и приговаривают к смертной казни. Все, кто вернулся, всех казнили заново. То есть они попали в вот эти жернова 1937-1938 года. С момента Алакатской трагедии прошло 100 лет. Однако потомки и современные жители Ускута, крымские татары, помнят те события. Спустя 90 лет потомки жертв чекистской расправы увековечили память о них, воздвигнув памятник с именами погибших. Монумент был создан крымским архитектором Айдером Алиевым. Средства на его сооружение были собраны всем народом. Теперь этот величественный памятник высится при въезде в Ускут и напоминает о страшной трагедии, преступлении сталинского режима.
Когда